Это место можно было бы назвать глубинкой. Расположено оно на севере Беларуси, в юго-западной части Витебской области, в краю холмов и озер. Но в наши дни этот город – крупный населенный пункт на трассе Полоцк-Вильнюс. Значит, вовсе не глубинка. Глубокая – узел на пути, который много веков связывал древний Полоцк с Вильно, столицей Великого княжества Литовского. Первое документальное упоминание о Глубоком относится к 1514 году. Город развивался как типичное белорусское местечко. Кстати, это ласковое слово происходит из польского языка и переводится как «городок». Небольшие по количеству населения местечки имели все черты города, в том числе и магдебургское право, а уклад их жизни строился на деятельности ремесленных цехов. В наше время Глубокое продолжает эту историческую традицию с одной лишь оговоркой. На смену маленьким цехам пришли крупные перерабатывающие предприятия. Пищевая промышленность и сельское хозяйство – два из трех китов, на которых сегодня стоит Глубокский район. Район действительно имеет развитую промышленность, именно пищевую перерабатывающую промышленность. Это один из регионов Республики Беларусь. Что касается Витебской области, этот регион сегодня занимает 6% структуры производства валовой продукции сельского хозяйства и 3% промышленной продукции. Хочу сказать, после таких городов, как Витебск, Новополоцк, Орша, по производству промышленной продукции Глубокое занимает 4-е место. Сельское хозяйство представлено сегодня 27 сельскохозяйственными предприятиями ОАО, а также мы имеем 23 фермера, которые занимаются садоводством, овощеводством, выращивают зерновые и занимаются животноводством. Но основной упор – это на базовые наши хозяйства. Всего я сказал, их нас 20. Мы имеем 5 филиалов. Это такие предприятия, как МНЮТА, филиал нашего молочно-консервного комбината. ОАО «За Родину» – это филиал нашего комбикормового комбината, ОАО «Стренатки» Пацвильского и Полоцкого винзавода, а также Голубичи ОАО – это мясокомбинат Глубокский. Это вот основной костяк. Насыщенный имеем севооборот, имея такую переработку пищевую, сегодня надо исходить из своих ресурсов. И мы сегодня выращиваем всего 40 тысяч пашни, на ней выращиваем 25 тысяч зерновых, выращиваем, имеем 2 льнозавода, Плисский, Мосорский, 1500 гектаров льна. И каждый год успешно работаем в этом направлении. Также мы выращиваем 750 гектаров горошека. Это наш глубокский бренд. Приятно, что в прошлом году мы начали закладку сада 300 тысяч гектар по республиканской программе. Мы занимаемся выращиванием картофеля, но основа в сельском хозяйстве – это животноводство. 75–80% выручки сельского хозяйства производства – это животноводство. На территории района мы имеем 2 комплекса крупного рогатого скота на 3000 голов. Мы имеем свиноводческий комплекс на 20 тысяч голов. Мы имеем птицефабрику на 300 тысяч кур, несушек. И как видите, вот такое производство необходимо обеспечить собственными ресурсами. Основа перерабатывающей промышленности Глубокого – это несколько крупных предприятий. И мы отправляемся на одно из них – Глубокский мясокомбинат. Время постройки отдельных кирпичных зданий в основном относится к 1928 году. С 1936 здесь действует примитивная бойня для обслуживания нужд жителей города и торговцев. За почти 80-летнюю историю предприятие много раз меняло название и специфику производства. В разные годы тут перерабатывали птицу, кроликов, мелкий скот. Незыблемым оставалось одно – высокое качество выпускаемой продукции. В 1986 году Глубокский мясокомбинат за отличные показатели в работе был награжден орденом «Знак почета». Дважды награждался почетными грамотами Верховного Совета БССР. Предприятие собрало внушительную коллекцию дипломов, является победителем республиканских и международных конкурсов. Перечень выпускаемой здесь продукции довольно широк.
колбасные изделия, копчености, полуфабрикаты и фарши, пельмени, разного рода мясные деликатесы. На комбинате внедрена система ХАСП для сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий, система менеджмента качества СТБ ИСО 9001 на производство мяса и мясопродуктов. Мясокомбинату удается при постоянном наращивании объемов производства сохранять качество продукции. Предприятие переживает очередную волну модернизации. В данный момент это практически коренное преобразование цеха первичной переработки скота. Меняем полностью 2 линии убоя, и это сделает совершенно иным восприятие и предприятия. Это отразится на качестве, естественно, переработки, первичной переработки скота в лучшую сторону. Это отразится на производительности труда, ну и, соответственно, конкурентоспособных свойствах предприятия в целом. Если вы же говорите о дальнейших планах, то значит, мы должны, естественно, выйти на уровень международных стандартов. Для этого необходимо завершить модернизацию и строительство локальных очистных сооружений на современном уровне тех требований, которые сегодня представлены и с российской стороны, и Евросоюз представляет нам свои требования, да и наши уже достаточно гармонизированы для того, чтобы сегодня уже чувствовать себя достаточно по-взрослому, уверенно, значит, и знать, чего мы хотим и к чему стремимся. Разговор о Глубокском мясокомбинате был бы неполным без упоминания о сельскохозяйственных филиалах. Их у предприятия 2 – Мнюта и Голубичи. Что касается последнего, то с 2005 года для СПК «Голубичи» началась новая история. Одно из самых отсталых в районе хозяйств уверенно выходит на передовые позиции. Тут построена современная молочно-товарная ферма. Первая очередь введена в строй в начале 2012 года. Новые животноводческие помещения, современное оборудование, передовые технологии, комфортные условия для работников и, как итог, высокие надои. К тому же практически 100% молока, которое получают на комплексе в Голубичах, на переработку отправляется сортом экстра. На базе именно этого филиала Глубокский мясокомбинат начал развитие еще одного направления животноводства. Здесь всерьез занялись разведением лошадей. Мы сейчас организовали секцию конного спорта, в котором также тоже участвуют массово, значит, и работники предприятия, и дети, которые хотят, или родители, которые хотят своих детей видеть. То есть туда отправляют их, и достаточно уже динамично начинает развиваться и это направление. Развитие коневодства – это одна из составляющих животноводства, которую мы также начинаем на своем предприятии, на своей базе развивать. И в качестве сырья, и в качестве спортивного, и в качестве туристического направления. В данном случае вот спортивное направление, которым пропагандировать пытаемся в рамках района, активно участвуем на всех видах соревнований, республиканского и областных уровней. Кстати, в Глубокском районе Голубичи не единственное хозяйство, где занимаются разведением лошадей. О скакунах открытого акционерного общества «Золотая подкова» знают далеко за пределами района. Да и название предприятия говорит само за себя. Здесь любят лошадей и умеют их выращивать. Ганноверские и латвийские верховые, русские тяжеловозы, белорусские упряжные. 2 табуна этих грациозных животных радуют глаз туристов и сердце директора. Анатолий Почепко – необычный руководитель. Он яркий представитель белорусского казачества. Любовь к лошадям вынес из детства, а казаком стал во многом благодаря таланту Михаила Шолохова и его роману «Тихий дон». Патриотизм, удаль, самопожертвование казаков очаровали Анатолия Почепко, и он твердо решил: «Я буду таким же». Мечты, как известно, сбываются. Казак Анатолий Почепко в Глубокском районе занимается разведением лошадей и воспитанием юных наездников. На базе открытого акционерного общества «Золотая подкова» уже много лет действует конно-спортивная школа, в которой занимаются местные ребятишки. У нас 2 кандидата в мастера спорта, 2 перворазрядники и девочка второразрядники. Поэтому, 2 наши спортсмены, Чередник Виталий и Лазар Екатерина, вошли в 10 лучших конников Беларуси. Я рад, что вот я не один, то что есть подражатели, есть продолжатели этого дела.
и будем надеяться, что это дело не заглохнет у нас.